Добрый день, меня зовут Раис Низамединов, рядом со мной Ильгам Байбулдин, мы этномузыканты и рассказываем про башкирское горловое пение узляв. В первом уроке мы показали, как извлекается этот звук. Неотъемлемой частью башкирского именно горлового пения является использование горлового пения узляв при игре на курае. То есть даже раньше на конкурсах обязательно было условие, что кураист должен при игре на курае извлекать горловое пение. Как это выглядит? Примерно. Вот мы сыграем. Одно из названий горлового пения – это тамак-курай. То есть тамак – это горло, курай – это вот этот инструмент, наш самый любимый, наш самый народный. И когда кураист забывал курай дома или там сломался курай, он звуком горла извлекал звуки. И эти звуки похожи были на звуки курая, как вы уже сейчас убедились. Горловое пение можно просто петь песни, и можно его включать, использовать при игре на курае. Есть мелодии, которые полностью сопровождаются горловым пением узляв. Есть мелодии, где горловое пение чуть-чуть включается, вот, допустим, на конец мелодии. Вот если мы играем протяжную мелодию, она в конце служит как оформлением этого звука, то есть как бы для усиления, для придания красоты и придания аккордности этой мелодии. Прозвучала башкирская народная мелодия Кахамтура. Кто не смотрел первый урок, напоминаем, как извлекается горловое пение. То есть звук извлекается зажимом горловых связок. И вот этот звук мы накладываем при игре на курае. Сложность здесь состоит в том, что чтобы извлекать звук на курае, тоже есть нужна своего рода особая техника. Здесь накладываются две техники. То есть мы зажимаем горло, извлекаем звук, и этот звук накладываем на звук курая. При этом, чтобы извлечь звук на курае, нужно определенное положение языка, определенное положение губ и зубов. Поэтому вот это надо совмещать. То есть вот можно начинать с этих упражнений. Добавляем грудной звук и добавляем горловой звук. Когда мы накладываем горловое пение на звук курая, особенно важно держать этот звук, то есть не уплывать за звуками курая, а держать тонику. Как правило, горловое пение накладывается на основную ноту, на тонику, то есть на ту ноту, с которой начинается мелодия или заканчивается мелодия, и горловое пение держится на эту ноту. Если, допустим, мы мелодию сейчас играли в ля-мажоре, горловое пение должно сидеть в этой мелодии ля. Так, когда кураист извлекает звуки узляв,
Он комбинирует, он может выводить звуки, оставлять только звуки курая, может сочетать, а может только оставлять звуки горлового пения. Это все, вот если мы слушаем наших авторитетных кураистов, Карим Диарова, Ишкале, Ишмуллы, Сайфуллы Дильмухаметова, они очень хорошо использовали эту тему. И тот кураист, который умел сочетать все эти три способа игры, считался хорошим кураистом. Башкирская народная мелодия и гитак. Это, наверное, самая сложная техника, потому что очень мало кто играет горловое пение. То есть горловое пение само по себе узле очень сложно, игра на курае не менее сложно, а совмещать эти звуки тоже очень сложно. И нет предела совершенства, это является нашим народным достоянием, народным искусством, и поэтому было бы желание. Нужно терпение, нужно упорство, нужно овладеть горловым пением, нужно научиться на курае, а потом научиться совмещать всего лишь. Мы с вами прощаемся и ждем вас на следующих уроках.